Согласно исследованию ВОЗ, к 2050 году смертность от инсульта может вырасти на 50%. Заболевание станет второй по значимости причиной смерти и третьим по распространенности фактором инвалидности. Инсульт на сегодняшний день большая проблема. Это угроза нации для Кыргызстана. Почему? Потому что люди в основном в Кыргызстане умирают от сердечно-сосудистых заболеваний. Из всех случившихся летальных исходов 51% это сердечно-сосудистые заболевания. Из 51% 75% входит из-за инсульта, именно острых нарушений мозгового кровообращения, инсульта. Лишь только 22% от инфаркта миокарда и лишь 4% это прочих сердечно-сосудистых заболеваний. Почему так много? Потому что у людей на сегодня еще нету угрозы инсульта, нету предосторожности в отношении того, что могут они подвергаться к инсульту, и, конечно, после инсульта уже становятся инвалидами. 83% перенесших инсульт это теряет место работы. Половина из них это становятся инвалидами, то есть не трудоспособны. Хотя инсультом на сегодняшний день заболевает половина трудоспособного возраста. Видите, какая большая потеря наших трудоспособных людей из-за того, что не могут соблюдать режим и осторожность в отношении инсульта. Один из основных факторов риска – это неконтролируемое высокое давление. Между тем, множество людей даже не знают, что оно у них повышенное. Вот кто первичным инсультом поступает, половина из них не знает, что у них есть артериальная гипертония. Страдает. Если даже знает, она нерегулярно принимает таблетки, рекомендованные врачами. Ведь холестерин, урин холестерина, они закупоривают мозговые сосуды, тем самым препятствуют полноценному кровоснабжению мозга, суживаются мозговые сосуды, недостаточно кровоснабжения, любая экстремальная стрессовая ситуация вызывает инсульты. И сахарный диабет точно так же поражает все сосуды, в том числе и мозговые. И отсюда увеличивается количество наших больных с инсультами. Случается инсульт и у молодых. Основная масса заболевших – это люди пожилого и старческого возраста, но периодически к нам попадают люди достаточно юного возраста, это от 17 лет и до 40 лет. 17 лет у нас девушка поступила на прошлой неделе, то есть причина и развитие у нее инсульта мы сейчас устанавливаем, потому что необходимо провести большой комплекс исследований, это сердечно-сердечной системы, изменения в свертывающей системе крови, либо каких-то других вещей, которые мы должны четко определить и дать рекомендации, чтобы в будущем этого не было. Инсульт может случиться в любом месте, дома, на работе или на улице. Чем раньше пациент поступил в больницу, тем выше шансы на восстановление нарушенных функций организма. Поэтому внезапное появление этих признаков должно насторожить любого человека. Инсульт, видите, инсульт – это острое заболевание, внезапно наступает, даже может быть ночью, видите, в любое время. Что будет при этом? Перекосило лицо, одна сторона не работает, нарушается зрение, опускаются глаза, могут быть тошнота, рвоты. Видите? Одна сторона парализована, это стопроцентный почти инсульт. Даже подозрением на инсульт сразу надо будет вызывать скорую помощь и доставлять в стационар. Спутанность сознания и речи – это один из первых симптомов вообще инсульта. Если человек ведет себя неадекватно, делает неадекватные поступки, говорит неадекватные слова, обращается неадекватно, то это первый звонок, да. Это уже колокол вообще-то, уже инсульт произошел.